В эфире информационная программа «Итоги дня». С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. В начале выпуска озвучу основные темы уходящего дня. В перевозке грузов в отдаленные районы арктической зоны будут использовать дирижабли нового поколения. О масштабном проекте. В Якутске 10 октября откроют проезд по улице Каландришвили-Петровского о ремонтных работах. В МУП «Япак» ощущается кадровый голод, 35 вакансий свободны. Что делается для привлечения сотрудников? Молодежные оркестры Агики и Харбинской консерватории на одной сцене. В Якутске проходит концерт «Единство шелкового пути». Новый арт-объект из традиционных элементов якутской национальной утвари и посуды украсил парк города Мирный. Владимир Путин подписал указ о осеннем призыве. С октября по декабрь в армию планируется призвать 135 тысяч человек от 18 до 30 лет. Это самый большой осенний призыв за последние 9 лет. Больше набирали только в 2015 году – 152 тысячи. В последующие годы на службу призвали до 130 тысяч. На прошлой неделе Госдума в первом чтении приняла поправку о круглогодичном призыве. Предполагается, что уже с нового года военкоматы будут вызывать весь год, но направлять на службу будут, как и сейчас, весной и осенью. 30 сентября начинается с 23 года. В России отмечается новая памятная дата – День присоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области к Российской Федерации. Напомню, в этот день, в 22 году, Владимир Путин выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с главными регионов о принятии в состав России. Глава государства подчеркнул, что принятие республик и областей в состав России является исторически значимым событием, особенно для людей, проживающих на этих территориях. Спасибо, что мы вместе. Более 200 человек объединил флешмоб, прошедший в рамках всероссийской акции. Торжество приурочено ко дню воссоединения новых регионов с Россией. В мероприятии приняли участие представители общественных организаций, молодежь и горожане Якутска. Присутствующие выстроили в число 89, символизирующее количество регионов, и развернули большие флаги триколора. Сегодня, 30 сентября, мы отмечаем очень важный день. Это воссоединение Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонских областей с Российской Федерацией. И в этот день сегодня будет флешмоб. Такое мероприятие служит народу, обществу тем напоминанием, чтобы любить Родину, беречь ее. В перевозке грузов в отдаленные районы арктической зоны будут использовать дирижабли нового поколения. Этот амбициозный проект стартует на практике в ближайшие 5 лет. Экспериментальный полет первого воздушного судна состоится в октябре в Московской области. Прикоснуться к будущему и увидеть прототип грузового дирижабля удалось нашим московским коллегам. Новая модель гибридного грузового дирижабля объемом 35 тысяч кубометров сможет перевозить в арктическом регионе до 10 тонн груза. В отличие от опасных водородных дирижаблей прошлого, современные аэролеты используют безопасный гелий. Есть планы развивать дирижаблестроение непосредственно в республике в рамках тех программ, которые недавно обозначил и дал поручение Александр Сергеевич Николаев, наш глава республики, о развитии беспилотной авиации. У нас сегодня появляется такая государственная программа. У нас в республике сегодня формируется научно-производственный центр развития беспилотных технологий, безлюдных технологий, в том числе и летательных аппаратов. Сегодня дирижабли получают второе рождение. Низкая стоимость перевозки груза, способность проникать в труднодоступные районы – главные преимущества воздушных гигантов, которые позволят им снова занять свое место на небе.
Считаю, что перспектива есть, проект абсолютно не пустой, и он имеет под собой инженерную подготовку и основания. И самое главное здесь учесть еще климатический фактор Якутии. Здесь важно, чтобы электроника, все новые материалы, ткани, которые применяются и используются на данной технологии, способны были работать в условиях не только больших расстояний, но и экстремальных температур. Наш проект связан с постройкой атомной станции малой мощности на Дальнем Севере. Мы считаем, что он поможет нам решить проблемы, с которыми мы столкнулись. Это бесперебойная доставка будет грузов, всесезонность, не будет зависеть ни от времени года, ни от навигации. Первый экспериментальный полет грузового дирижабля второго поколения пройдет в беспилотном режиме на аэродроме Воскресенск. Ожидается, что полетные испытания воздушных аппаратов пройдут и в Якутии в условиях низких температур. Сейчас идет наладка системы управления и ряда технических параметров, настраиваемых этой машины. В течение 2 недель мы ожидаем завершения этих работ и вывод аппарата на летные испытания. К концу этого года у нас завершается формирование собственного производства больших оболочек. И вот тогда мы создадим в конце этого года первый свой аппарат. И вот, получается, за год мы создали первый 2000-ник. В Якутии, понятно, это все дело нужно. И частично для этого мы и старались, и собирали эти дирижабли. С радостью приедем, локализуемся, будем испытывать, применять. Туяра Константинова, Айтал Байтунов, Воскресенск, Московская область. Строительный сезон в Якутии заканчивается, а дорожные работы нет. В столице республики полным ходом продолжается ремонт улицы Аюнского. И вот уже почти месяц местные жители вынуждены терпеть неудобства из-за перекрытия небольшого участка дороги. Тему продолжит Саргалана Неустроева. Все лето горожане ехали в объезд перекрытого Сайсарского моста и глотали пыль от его ремонта. К осени мост открыли для машин, но временное облегчение быстро сменилось разочарованием. 10 сентября дорожники начали работы на участке от улицы Каландрашвили до улицы Петровского. Вот так сегодня медленно и методично рабочие выравнивают первый слой дорожного полотна. Весь процесс при этом значительно усложняют осадки. Приходится постоянно откачивать воду с низин. Что касаемо сроков, то здесь никаких существенных отставаний отмечено не было. Ранее специалисты отводили себе месяц на проведение основных работ. И уже 10 октября они планируют открыть участок для проезда. Правда, пока без асфальта. Сейчас специалисты укладывают земляное полотно, коммуникации и новую водоотводную систему. Сверху всю эту конструкцию покроют неосинтом, специальным полотном и щебенкой крупной фракции. Только после этого, уже после соответствующей укладки, после этого будет только ложиться уже асфальт. Но это будет в следующем году. В этом году нам надо сделать основание для обеспечить, чтобы был безопасный проезд по этому участку дороги. Иными словами, новый асфальт горожане увидят лишь в следующем году. Тогда же, внимание, водители перекроют и участок от улицы Петровского до Октябрьской. Но это не единственные объекты ремонта компании «Главстрой». Работа остались по асфальту. Это у нас капремонт улицы Севастопольская на участке от автострады до Курнатовского. Там осталось порядка 400 квадратных метров по самому перекрестку. Также у нас работы остались по Аюнского 2 полосы. И работа переходного типа крытия – это ПГС, многодетной семьи хатасов. И как подчеркивает директор Главстроя, погодные условия все еще позволяют проводить работы по асфальтированию дорог. Возвращаясь к улице Аюнского, следует напомнить, что завершение всех работ капитального ремонта тут запланировано на 2027 год. Саргалана Неустроева, Иван Сорокаумов, Якутск. В МУП «Япак» ощущается кадровый голод. Предприятие испытывает нехватку водителей. Сегодня на этой должности работают 135 водителей, 35 вакансий все еще свободно. Чтобы привлечь новых сотрудников, организован профтур для граждан, готовых обучиться и трудоустроиться. Подробнее в сюжете Анастасии Нянниковой.
На данный момент ЕПАК обслуживает 18 маршрутов – городские, пригородные, дачные и межмуниципальные. Для стабильного выхода автобусов на линии предприятию необходим полный штат водителей. Профориентационные туры дают возможность соискателям воочию увидеть, как устроены предприятия и понять, подходит ли им такая профессия. Сегодня уже 4-й раз мы провели профтур для соискателей с биржи труда на должность водителя автобуса. На самом деле радует, что очень много приходит к нам претендентов, соискателей, которые интересуются данной профессией, очень ответственной профессией. На самом деле после таких профтуров очень многие уже приходят к нам либо сразу устраиваться на работу, либо интересуются программой на обучение категории D, чтобы тоже вернуться к нам после этого. В автопарке современные автобусы марок КАВС, ЛиАЗ и Волкобас. Предприятие предлагает соискателям достойные условия работы. Плюсы работы – хорошая заработная плата, социальные гарантии, поддержки, такие как у нас сейчас начинает вводиться в практику уже ипотека. Потом у нас хороший отпуск, это северный 59 дней. Оплачиваемые отпускные, оплачиваемые больничные. Среди тех, кто пришел на экскурсию, были и студенты. Учащиеся автодорожного техникума пришли познакомиться с профессией водителя, узнать, как проходит их рабочий день, социальные меры поддержки и условия работы. Для них такие встречи – это возможность задать вопросы напрямую специалистам. Всегда было интересно, получается, как тут все устроено, как все работает. Ну и получается сейчас такое время, то, что можно искать уже работу. В принципе, я думаю, можно попробовать как-нибудь попозже сюда прийти, посмотреть, как тут. Участникам тура показали техническую базу и организацию работы предприятия. Для многих это первый опыт прямого общения с потенциальным работодателем. Про водителей я узнал, условия хорошие, про зарплату рассказали, про стажировку. Показали гараж, провели экскурсию автобусов. Такие встречи дают соискателям возможность напрямую познакомиться с условиями работы, а предприятию – шанс найти будущих сотрудников. Анастасия Няникова, Станислав Потапов, Якутск. 7 октября планируется завершение навигации маломерных судов по всей республике. В этом году произошло 54 происшествия, в том числе с гибелью 49 человек, а также 6 пропавшими без вести. Отмечается, что в осенний период эксплуатация судов становится опасной. Среди рисков выделяется ухудшение погодных условий и обледенение судна, что может привести к опрокидыванию лодки. В целях недопущения гибели на воде проводится патрулирование, профилактические мероприятия и административная практика. На нарушителях составлено 392 административных дела. 7 октября навигация для маломерных судов закрывается на всей территории Якутии. После закрытия навигации для маломерных судов выход на водные объекты категорически запрещен и крайне опасен. Судоводителям необходимо провести консервацию и поставить судно на безопасное зимнее хранение. 1 октября в Якутии протестируют систему оповещения чрезвычайной ситуации. Это проверка – часть всероссийского планового мероприятия. При проверке запланирована подача сигнала «Внимание всем» путем запуска электросирен и громкоговорителей с перерывом вещания телерадиоэфиров. Не пугайтесь, это просто проверка. Когда услышите сирену, включите телевизор или радио и послушайте, что там будут говорить. Сирены нужны для того, чтобы предупреждать людей в опасности, например, о наводнениях или пожарах. Стартовала программа профессиональной переподготовки «Мастер управления в креативных индустриях», которая готовит управленцев для развития городов и культурных инициатив. Занятия ведут специалисты в области управления и культурной политики на такие темы, как креативная экономика, современные технологии управления, командообразование и многое другое. После прохождения программы выпускники получат диплом о переподготовке и удостоверение о повышении квалификации. Целевая аудитория – руководители госучреждений, предприниматели и желающие строить карьеру в креативных индустриях. Очный этап программы пройдет с 30 сентября по 3 октября.
перед нами стратегическая задача такая стоит, что мы должны взрастить креативно мыслящих, творческих людей, молодых людей, которые могли бы иметь такие компетенции и знания, благодаря которому у нас наши стратегические задачи, цели были выполнены. В этом плане руководители учреждений культуры, я смотрю, сегодня собралось очень много молодых людей, в том числе и наши выпускники. Новый арт-объект из традиционных элементов якутской национальной утвари и посуды украсил парк города Мирный. На территории городского парка алмазной столицы появилась новая достопримечательность – арт-объект под названием Уйгукут, что в переводе означает «состояние изобилия». Более подробно смотрите далее. Уйгукут или состояние изобилия. Именно так называется новый арт-объект, который появился на территории городского парка в Мирном. Инсталляция выполнена в форме традиционных элементов якутской национальной утвари и посуды, включая чорон, туесок, кытье с кёрчахом и оладьями. Эти символы богатства и гостеприимства якутского народа гармонично вписались в дизайн парковой зоны, подчеркивая культурное наследие региона. Это все было решено на уровне администрации города и выбрано вот это символическое место, которое называют в народе «красные коровы». То есть вот эти вот якутские коровы, они как бы тоже олицетворение якутского народа, его изобильности, его хлебосольности, его трудолюбия. Поскольку мы знаем, каким трудом достигается все это благополучие и изобилие. С первых же минут своего открытия Уйгукут превратился в прекрасную фотозону и декорацию для селфи. А приятным бонусом для горожан, пришедших на церемонию его открытия, стало угощение кумысом и якутскими оладьями, а также яркое выступление воспитанников детской группы мяча из детского сада «Медвежонок». Очень даже прекрасно, прям все так хорошо. Особенно детки как раз выступали, вообще прелестница. Очень преображается по всем категориям. И в особенности, и участие во всяких этих, вот для ветеранов, там созданы спортивные эти самые, и цигун там, и все прочее, прочее. Очень хорошо, очень. Было бы желание найти, всем можно где-то что-то чем-то заняться. Арт-объект подчеркивает важность сохранения культурных традиций и привлечения внимания к уникальному наследию республики. Посещение парка теперь станет не только приятным отдыхом, но и увлекательным путешествием в мир традиционной культуры и искусства. Анна Васильева, Мирный. Октябрь начинается с доброго праздника, посвященного Дню пожилых людей. Приуроченные этому событию мероприятия часто проводятся в течение всей недели. Так и в Нерюнгринском районе социальные службы и волонтеры накануне праздника уделяют особое внимание людям преклонного возраста. Подробности в сюжете наших коллег. Сегодня в Чульманском доме-интернате для престарелых и инвалидов проживает 29 человек. Вся система здесь подчинена главной цели – комфортному и безопасному проживанию, доступности медицинской помощи. Но и немаловажным здесь является общение. С детского сада, то есть детки к нам приходят. Завтра мы ждем Вектор в гости. Это очень важно, потому что идет связь поколений, уважение, поддерживающий вот этот вот эффект, которого нам порой в жизни не хватает. Ну а бабушки с дедушками, конечно же, всегда очень сильно радуются детям. Дом престарелых не безразличен для многих нерюнгринцев, отдельных волонтеров, предпринимателей, социальных служб. В преддверии Дня пожилого человека жильцам дома престарелых была оказана очередная большая поддержка и внимание. Это и процедуры красоты постояльцам на безвозмездной основе, стрижки, уход, а также множество подарков и праздничная программа от социальной службы района. Такие мероприятия мне всегда нравятся. Я люблю в курсе событий быть, потому что, наверное, от того, что я учитель. Праздничные мероприятия и обычные будни здесь серьезно улучшают качество жизни пожилых людей и продлевают активную старость. Жильцы наслаждаются заботой и поддержкой окружающих, комфортом и развлечениями. Екатерина Павлова, Андрей Гаянов, Нерюнгри.
Музыка объединяет. В столице республики проходит концерт «Единство шелкового пути». Впервые якутская сцена собрала молодежные оркестры Агики и Харбинской консерватории. 90 музыкантов исполняют произведения китайской, русской и якутской культуры. Помимо классических звучат и народные инструменты от хамуса до янинтя. В программе концерта 4 мировые премьеры композиций, написанных специально для коллектива. Это не первое выступление российско-китайского оркестра. В прошлом году артисты с большим успехом дебютировали в Харбине. Якутия и Китай продолжат музыкальное сотрудничество. Харбинская консерватория нуждается в музыкантах классической музыки и музыкантах, которые играют на народных инструментах. Наши аккордеонисты, баянисты в течение 3-6 месяцев, даже года, возможно, будут выезжать работать в Харбине. А харбинские музыканты, высококлассные преподаватели, будут приезжать к нам также делиться своим опытом. Участники соревнований «Олимп-Алроса» на кубок директора Айхальского ГОК готовились к силовым упражнениям и гонкам, но главным испытанием стала головоломка на время. Как интеллектуальный конкурс с пазлами и шифром сумел затмить адреналин спортивной борьбы и стать самым ярким впечатлением дня, узнаем далее. В Айхале на один день открылась своя карманная Формула-1. Только вместо шума моторов – азартные возгласы болельщиков, а вместо гоночных болидов – юркие радиоуправляемые машинки, которым покоряется змейка и крутые повороты. Проявить себя в роли пилота-виртуоза и провести свой наряд по трассе с точностью ювелира – такая задача стояла перед участниками соревнований «Олимп-Алроса». Мероприятие проводят второй год подряд среди команд Айхальского и Удачнинского комбинатов. Это эмблема Олимпа. В разгар физической борьбы организаторы АГОК подготовили сюрприз – интеллектуальный этап. Представьте, сердце выскакивает из груди, пульс зашкаливает, а тебе хладнокровно, словно гроссмейстер, нужно собрать пазл из 100 элементов. Одна неверная ошибка, и код будет неверным, и победа уйдет сопернику. Испытание не для сильных, испытание для самых уверенных и спокойных. Несмотря на сложный шифр, все 4 команды справились с испытанием. Этот тур стал открытием. Работать в условиях ценота оказалось увлекательнее, чем преодолевать физические препятствия. И если сначала некоторые участники смотрели на пазлы с недоумением, то к финалу соревнований интеллектуальный конкурс стал самым ярким впечатлением. Для команды Валентина Антонова «Герои Олимпа» соревнования «Битва за реванш». В прошлом году они были третьими. Готовились мы за 2 недели, разбирали, собирали автомат, выполняли тест Купера. Почти каждый день мы собирались по вечерам, то есть находили это время, чтобы, так сказать, показать хороший результат. Тактика оказалась верной. 30 тысяч рублей за первое место от профсоюза «Профалмаз» и кубок директор Айхальского ГОКа увезла с собой команда Валентины. Куда потратить призовые, спортсмены еще не придумали, а трофей на год займет почетное место в витрине славы Удачнинского комбината. Каждый участник соревнований «Олимп-Алроса» получил сувениры от Айхальского ГОКа. Алена Боровкова, медиакомпания «Алмазный край». В Якутске продолжается череда традиционных осенних ярмарок. Так эстафету приняла и спортивная общественность. В стенах Ледового дворца Элей-Ботур прошла первая осенняя спортивная ярмарка. Местные производители и коллекционеры представили свои товары и собрания на продажу и показ общественности. Подробности о прошедшем ярмарке в сюжете далее. От одежды для физической активности и тренажеров до спортпита и средств для ухода за собой. На спортивной ярмарке представили всевозможные предметы для активного отдыха, занятия спортом и оздоровления. Так, Саргалана Леонтьева выставила беговую дорожку, массажный коврик и тренажер для растяжки позвоночника. Мы для себя купили сначала. Очень хорошо работает, растягивает позвоночник. Это профилактика грыжи, протрузии. И и беговую дорожку тоже сами для себя купили сначала. Потом вот немножко на аренду сдаем. Кроме продаж и покупок, участники ярмарки могли ознакомиться с уникальными предметами, отражающими историю якутского спорта. Василий Пак, журналист с внушительным стажем, побывал на множестве значительных спортивных состязаний. Одними из таких стали спортивные игры народов Якутии и спартакиада игр Манчары, в знак освящения которых ему были выданы особенные книги. У меня
Насчет тематики разные, разные виды собираю и перенес книги именно про спорт Манчары и Спартакиады. Манчары, вот это вчера было, Спартакиада, вот Люкминске. Эта книга, вот, например, вот про Манчар, да, это в 2013 году вышла. Автор, составитель Коротов Владислав Петрович, он нас, всех журналистов, фотографов приглашал, то с ними работали. И наши работы все включились в эту книгу. Те, кто посетил ярмарку, также могли пройти в Музей спортивной славы, где в подробностях рассказана и показана история спорта Якутии. Таким образом, спортивная ярмарка стала местом встречи единомышленников, где каждый мог найти что-то по душе. Тимур Калмогоров, Владимир Павлов, Якутск. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.